этой старушке я и вожу интуристов по нашему Бадахшану, показываю красоты нашей крепости, наши источники, горы. Джамшед ласково называет свой внедорожник старушкой. Только на такой машине можно добраться в самый высокогорный уголок республики. Для него эта старушка не просто транспорт, а скорее надежный партнер, с которым можно хорошо заработать, показывая местные красоты иностранцам. Они приезжают посмотреть в основном наши достопримечательности, природу и, естественно, остатки у нас вот памятников старины, древности. Ну, у нас по дороге мы показываем им крепости огнепоклонников, остатки буддийских монастырей, минеральные источники, которых у нас очень много, озера высокогорные. После распада Советского Союза и гражданского противостояния в республике сектор туризма в Таджикистане был полностью парализован, поэтому пришлось начинать все практически с нуля. Та база, которая существовала до независимости Республики Таджикистан, она была ориентирована на рынок, который имел центр и который развивался. Клиенты предоставлялись с центра страны, то есть из Москвы. Сегодняшний день на мировом рынке туризма Таджикистан выступает как отдельное государство, и потому для привлечения туристов он занимается непосредственно сам, контактируя с другими странами или с другими туристическими операторами. Поэтому бренд, таджикский бренд, изучение рынка, маркетинг и продажа нашего тура на мировом уровне – одна из важнейших задач. Таджикистан – край высочайших вершин, мощных ледников, стремительных бурных рек, неповторимых по своей красоте озер, уникальной растительности и редких животных. Порой средневековье в республике уживается с современными технологиями, палящее солнце с вечными льдами. К примеру, за 1,5 часа полета из знойной жары Вахшской долины можно попасть в арктический холод вечных снегов Памира. Увидеть его теперь намного проще, чем еще несколько лет назад, сходятся во мнении эксперты. Открыли новые воздушные пути, ввели упрощенную систему получения виз для иностранных туристов. Ее выдают прямо в аэропорту для граждан 80 стран мира. Туристов уже освободили от большинства пошлин и сборов. Раньше за каждое восхождение на гору свыше 6 тысяч метров иностранец должен был заплатить в казну государства 100 американских долларов. Ниже 6 тысяч – 50. Более того, для туристов ввели упрощенный порядок получения визы. Сейчас разработан целый ряд программ, в том числе и государственных, по восстановлению и реконструкции здравниц, курортов, баз отдыха, туристических зон, источников минеральных и лечебных вод. За последние 2 года правительство Республики Таджикистан приняло несколько очень важных нормативных документов, которые касаются непосредственно отрасли туризма. Самое важное из них – это принята концепция развития туризма до 2019 года и государственная программа развития до 2014 года. В ней обрисованы основные цели и задачи, и поэтапное решение и достижение тех целей, которые предусмотрены программой. На базе концепции государственной программы приняты постановления правительства, которые упразднили очень многие обязательные платежи, которые ранее были вынуждены оплачивать туристы, въезжающие в Республику Таджикистан. Одним из важных из них – это плата за природопользование и плата за восхождение. Это Варзоп, район, объявленный туристической зоной. Съемочной группе приходится преодолевать крутые горные виражи, чтобы попасть на лыжную базу. Эта горнолыжная база Сафи-Дурак всегда считалась одной из лучших в мире по природному ландшафту и качеству снега. Ведь в большинстве государств мира трассы создаются искусственно, а здесь они созданы самой природой. В последнее время сюда все чаще приезжают туристы из стран Содружества и Центральноазиатского региона. Классно? Да. Приедешь еще раз? Да, конечно. Обязательно. Гости из-за рубежа тоже уже не редкость. Wow, I mean, look at those mountains over there. They're so beautiful. And no, beautiful in the Philippines. No, these are the foothills of the Himalayan mountains.
Вот только природные условия, пожалуй, пока главная достопримечательность этого горнолыжного курорта. В спортивной зимней школе из-за отсутствия необходимого инвентаря тренировки проводятся редко. В этом году таджикский лыжник Алишер Кудратов вошел в десятку первых на зимней Олимпиаде в Казахстане. Но результат мог бы быть и лучше, уверен спортсмен. Если бы у нас были соответствующие условия, мы бы показали лучший результат. Но у нас есть одно преимущество – снег натуральный. А во многих странах, где я участвовал в соревнованиях, он искусственный. Реконструкция лыжной базы и развитие Варзопского района сейчас в самом разгаре. С 2000 года постановлением правительства Варзопский район объявлен туристической зоной. Мы продолжаем реализацию программы по облагораживанию этого края. Число туристов уже значительно возросло. Кроме того, мы прилагаем все усилия для обновления спортивной зимней школы. В республике стараются развивать не только альпинизм и зимний туризм, но также экологический и исторический туризм. Это один из самых популярных залов, самых востребованных среди наших клиентов и наших гостей. В этом зале вы сегодня можете видеть, это гобелены ручной работы, сохранено с самого начала строительства. Здесь видите резьба по дереву, авторские работы Устона Нуридинова, который охраняется государством. В этом зале сохранили национальный колорит и старинные картины ручной работы, которые некогда украшали стены старейшей в республике гостиницы. Ее начали строить в 1962 году прошлого столетия, а сдали только спустя 14 лет. Готовились основательно. Это было первое самостоятельное отделение Государственного комитета по иностранному туризму. Занималась наша гостиница всю жизнь обслуживанием иностранных гостей, которые посещали нашу республику. В те времена туризм был разбит на две части. Мы называли его советский туризм и иностранный. Вот иностранным занималась гостиница «Таджикистан». Махмуд Турсунов старается угодить любым, даже самым непредсказуемым капризам постояльцев. Вот раньше, вспоминает он, еще в советское время готовил наваристые борщи, шурпо, сочные котлеты и румяные отбивные. А сейчас все чаще заказывают супы-пюре, стейки да антрикоты. Сложнее всего с гостями из Дальнего Востока. Но и это повару с 30-летним стажем под силу. Самое сложное это арабские, например, у них там предпочитают, у них там разные приправы есть. Индийские, например, разные приправы. У нас не любят, например, у них приправы очень острые, это специфически имеют запахи. Откуда вы привозите? Ну, нас привозят наши экспедиторы, большинство мы заказываем из-за рубежа, нам привозят. Менялись вкусы, нравы и даже политический строй. Гостиницу отреставрировали, в номерах сделали капитальный ремонт, сервис улучшили. Сейчас она уже 5-звездочная. Вот номер люкс. Здесь, кроме спальни, еще и мини-кухня, кабинет для приема гостей и даже комната для охраны. А в ванной еще и небольшую сауну соорудили. За 35 лет, конечно, многое пришло, уже было изношено, много пришло в негодность. И тогда вот пришла идея нам заняться ее реконструкцией, потому что сегодня в мире все меняется, везде прогресс, и везде все идет вперед, также и в нашем бизнесе. Сегодня другие требования, другие потребности у наших гостей, и мы тоже должны меняться вместе с этим. Обычные сельские дома вместо гостиниц экстра-класса. Домашняя еда, а не ресторанные изыски. В последнее время иностранцы предпочитают новый вид отдыха – экотуризм. Для них экзотично и недорого, а для местных жителей это хорошая возможность пополнить семейный бюджет. Мы пытаемся вовлекать само население в процесс развития туризма. То есть поощряем своих туристов останавливаться в местных традиционных памирских домах, пользоваться местной экологической пищей и таким образом знакомиться с богатым культурным наследием народа Памира. В последнее время возрос интерес к приграничному туризму, то есть мы начали развивать и этот вид туризма совместно со своими афганскими партнерами. Мы организовываем также
туры, маршруты по Ваханскому коридору. Всех тех, кто решил связать свою жизнь с туризмом и работать на рынке услуг, берутся учить в специализированных вузах. Однако нехватка кадров в туристической сфере, с сожалением замечают специалисты, все еще ощущается. Пока кадры в полной мере не соответствуют, мы ощущаем недостаток, но в связи с этим и при поддержке правительства на сегодняшний день в 5 высших учебных заведениях готовятся специалисты в области туризма. Это один из тех самых вузов. Здесь, кроме обычных аудиторий, целый технопарк соорудили. Студентов учат правилам гостеприимства и сервировки стола. Юрам Ахмат уже определился с будущей профессией. Он заканчивает обучение на факультете туризма, но работать решил преподавателем в этих же стенах. Мне интересна туристическая сфера, но больше нравится делиться со своими знаниями. Ведь преподавать должны тоже специалисты в этой сфере. Стоит отметить, что многие однокурсники Юрам Ахмада уже в период учебы нашли работу по специальности. Одни служат горными гидами, другие горничными, а третьи турагентами. Наши студенты могут сами специально разрабатывать различные проекты для разработки новых специальных туристических маршрутов по различным регионам, где есть природные и историко-культурные достопримечательности. По оценкам международных экспертов, доходы от туризма могут занимать второе место после товарного экспорта. Специалисты уверены, уже через несколько лет сфера международного туризма в Таджикистане будет развита до такой степени, что сможет обеспечить занятость сотен тысяч жителей, стимулировать экономику, социальную сферу и хозяйственные комплексы регионов страны, способствовать снижению кризисных явлений в экономике и повышению благосостояния местного населения. При условии полноценного выполнения комплекса мер государственной программы развития туризма с 2010 по 2014 годы предполагается ежегодный въезд туристов в страну на уровне 50 тысяч человек. Если учесть, что один иностранный турист в зависимости от времени своего пребывания расходует в республике в среднем $300 США, то за период осуществления программы валютные поступления в экономику республики составят около $75 миллионов. А Джамшед со своей старушкой вновь готовится в путь. Туристы из Швейцарии решили посетить величественный Памир. Перед дальним туром по высокогорью обязательно тщательный осмотр машины. Машинка старенькая уже, постоянно требует к себе внимания и ухода. Чуть внимания не уделил, сразу капризничает. Ну, в городе еще нормально, а в горах это уже проблема. После этой поездки небольшая передышка и снова в путь. Число клиентов неуклонно растет. И не только у Джамшеда. Если в 2008 году республику посетили около 30 тысяч туристов, то в 2010 их число возросло более чем на 10 тысяч человек.